Сына и Святаго Духа. Аминь. Вы сегодня слышали из послания апостола Павла к римлянам его рассуждения о свободе и рабстве. Они несколько непривычны для современного уха, потому что мы больше готовы рассуждать о свободе и рабстве внешнем, тогда как апостол говорит о внутренней свободе и о внутреннем рабстве. Он говорит о рабстве греху или о свободе от греха. И, соответственно, кто не хочет быть рабом греха, тот становится рабом праведности или рабом закона Божия. И третьего не дано человеку. Человек в этом мире так поставлен, что он не может быть совершенно свободным. Он выбирает между одной свободой и другой, между свободой во грехе или свободой от греха. И, соответственно, раб между рабством греху или рабством праведности. Когда люди духовно и нравственно отупели, христиане, они вместо духовных рассуждений принялись рассуждать о внешних свободе и рабстве. Это закончилось кровавыми революциями, которые не принесли человечеству ни свободы, ни счастья, но повергли их в еще большие бедствия. И не случайно совпадения бывают между апостольским и евангельским чтением, потому что сегодня мы слышали о вере римского сотника. У него слуга, как сказано в русском переводе Евангелия, как отрок, как в славянском тексте сказано, был тяжко болен. Так вот, отроками в славянском языке назывались не только те, кого мы сейчас именуем отроками, отроковицами, то есть младшими, которые не достигли совершеннолетия, но именовались также слуги и даже рабы, которые лично не были свободны. Точно мы не знаем, кто был отрок сотника, был ли он свободным личным человеком, который нанялся служить ему, или же он вовсе был рабом. Это и не важно, важна любовь сотника к этому своему слуге. Он пришел, принял труд, припал к ногам Спасителя и просил об исцелении этого своего слуги. Господь говорит: я приду и исцелю его. Сотник же говорит: Господи, я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и исцелеет отрок мой. И говорит: потому что и я человек, обладающий властью, и имею под собой воины, и говорю одному: иди, и он идет, и другому: приди, он приходит, и рабу моему: сотвори сие, и сотворит. Это говорит нам о том, что с самого начала власти есть Богом учрежденное, потому что дает нам образ высшей небесной власти. Как здесь на земле иногда подчиняются, повинуясь, правда, страху, а иногда, впрочем, и по любви, низшее высшим подчиняется, так тот же порядок на небе, где Богу ангелы служат из чистой любви к Нему, из преданности к Нему. Итак, этот человек, обладавший властью, знал, что Бог всемогущий, обладает гораздо большей властью, и одного его слова достаточно для того, чтобы божественная благодать вошла в отрока, или ангел Божий пришел бы к нему и сотворил то, что повелел его владыка. И Господь, как сказано, удивился этому ответу сотника и сказал: во Израиле не нашел я такой веры, как в этом иноплеменнике. И тотчас сказал: истинно говорю вам, что многие придут от востока и запада, от севера и юга, и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном, а сыны Царствия будут выброшены во тьму кромешную, где будет плач и скрежет зубовный. Сынами Царствия Господь назвал здесь израильтян по плоти. Как здесь мы говорили о рабстве и свободе плотской и духовной, так и здесь говорится о родстве и сынах Царствия по плоти, которые, надеясь на плоть свою, думали, что им уже обеспечено и гарантировано Царство Небесное.
Господь разбивает эти предрассудки своим словом, потому что вера превыше всего-то плотское родство, оно ничтожно. И Господь усыновит любого человека, который будет исполнять Его волю. Потому что иудеи, современные спасители, были крайне жестокосердны. И Он, обличая их, говорил, что если кто-то из вас скажет: дар Богу, карван, то, что отцу или матери, то, чем бы ты от меня пользовался, то он может и не дать уже отцу или матери потребного для пропитания. Здесь же римский сотник о рабе своем ходатайствует, потому что воспринимал его не как вещь, как многие рабов тогда воспринимали, не как словесный инструмент, а как брата, можно сказать. Он любил его. И вот эта любовь к ближнему поставила римского сотника близко к Богу. Также ненависть к ближним отстраняет человека от Бога, как бы он не надеялся получить от Него благодать. Этот поступок римского сотника есть пример для всех нас, потому что мы зачастую жестокосердны бываем ближним своим, к жене или к мужу, к родителям своим, к детям своим, подчиненным, которые обязаны выполнять иногда наши распоряжения и предписания, и ведем себя недостойно христианского звания, ненавидим, проклинаем, изгоняем ближних своих, возлагаем бремена тяжкие, неудобоносимые, как Господь обличал тех же фарисеев. К сожалению, часто мы видим, когда люди в храм Божий приходят и молятся, и каются, а в то же время узнаешь, что они к подчиненным относятся крайне жестоко, обирают их и всячески притесняют. Так вот, такое служение Богу не угодно. Как сказано в Евангелии: если имеешь что-то на тебя, брат твой, поди примирись с братом твоим, тогда приди, принеси дар твой. Но от нашего жестокосердия мы забываем эти евангельские истины, через это становимся далекими от Господа Бога. И еще тяжкая болезнь нашего времени, когда рабство формально не существует, однако же люди многие предпочли бы быть зачастую рабами, нежели эту окаянную свободу иметь, когда у них нет никакой собственности, нет крова, потому что их когда-то кто-то обманул, втянул в долги, и проценты спрашивают непомерно, ничем не ограничены, никакими законами. Эти люди оказываются выброшенными из жизни, скитаются, и хуже рабов, которые жили в древнее время, которые имели и кров, и пищу, и хотя бы какое-то попечение. Сейчас принято осуждать и проклинать те древние времена, когда рабство было. Но мы видим из примера с сотником, что не только было жестокое отношение к слугам и к рабам, но и воистину человеколюбивое. Этот сотник может послужить примером того, как нужно относиться к подчиненным. Хотя бы многие из этих господствующих ныне были и христианами, и общались бы с людьми формально свободными. Так что будем подражать этому римскому сотнику, а не многочисленным примерам жестокосердия, которое вокруг нас в изобилии. Аминь.